Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас, Светлана Ивановна Клищенко, сотрудник библиотекарского отдела. Итак, сегодня и завтра у нас с вами очередные занятия. Сегодняшнее занятие – это по поиску в электронных каталогах Национальной библиотеки, а завтра занятие также в 10 часов – это по текстовым ресурсам интернета. Итак, давайте перейдем на наш сайт. Советую вам работать в электронных каталогах библиотеки, именно заходить через сайт Национальной библиотеки. Значит, с левой стороны находятся основные ссылки. Это ссылка ресурсы. Значит, по ссылке ресурсы вы видите, можно выйти на электронный каталог Национальной библиотеки, можно сразу зайти на сводный каталог библиотеки республики. Это объединенная база, которая включает записи на фонды и Национальной библиотеки, и городских библиотек, и районных библиотек, объединенные. Можно также выйти на Национальную электронную библиотеку, оцифрованные копии редких исторических изданий. Итак, давайте зайдем в электронный каталог Национальной библиотеки. Как вы видите, значит, по Global система модуль поиск. В центральной основной части находятся основные поисковые поля, которые необходимо заполнять. Вот здесь подстрочно и с левой стороны находятся рабочие кнопки. Искать, очистить, вернуться к поиску еще будет. История поисков, значит, все ваши подмножества, списки, которые вы ищете, пока работаете в системе, все они откладываются в историю поиска. Можно к ним снова вернуться и поработать. Также есть ссылка на список выдачи, то есть вы можете отобрать какие-то документы и скинуть их по этой ссылке и создать список, перекинуть его. Здесь же есть вам подсказки, инструкция по поиску. Также отсюда вы сразу можете выйти на сводный каталог библиотеки Республики Коми, это книжная объединенная база. Сводный краеведческий каталог – это уже база, которая объединяет и книжек, и книги, и статьи из республиканских сборников, районных газет и журналов. Также можно выйти по ссылке на каталог библиотек. Это, если вы хотите поработать отдельно с этим каталогом, можно по списку посмотреть. А можно выйти на национальную библиотеку. Итак, значит, сразу же открывается базовая форма поисковая. Существует 3 вида поиска: базовый, расширенный и профессиональный. Нажатием соответствующей вкладки вы переходите в определенный вид поиска. Он самый обычный – это базовый поиск. Основные базы, они представлены здесь в верхней строке, да, которые можно раскрыть и смотреть. Значит, база и единый каталог. Информация представлена здесь подстрочно, да, что содержит эта база. Каталог содержит записи на книги, брошюры, карты, разные носители аудио, видео, диски, издания на русском и иностранных языках, а также ссылки на полный текст Национальной электронной библиотеки. Далее. База периодика библиотеки. Это, значит, периодика содержит информацию о газетах и журналах, газетах 1931 года и журналах с 1864 года, которые хранятся в фонде Национальной библиотеки. База данных статьи. Это
большие перебои со звуком. Итак, основные базы данных. Как идем дальше. База данных статьи – это самая объемная база, поскольку она создается за счет записей межрегиональной аналитической росписи статей. Национальная библиотека участвует в этом проекте и расписывает свой комплект журналов, 7 журналов. И каждая библиотека России также расписывает свой комплект. И затем идет вливание всех расписанных статей вот в эту общую базу. Поэтому она объемная. Здесь содержится около 4 миллионов записей. Информацию, если вам интересна информация об объеме баз, то вы можете посмотреть вот здесь по ссылочке. Следующая база – это специфическая база «Патенты и изобретатели Республики Коми». Ее ведет отдел технической и экономической литературы. И еще одна небольшая база «Интернет-ресурсы». Она на данный момент заморожена, содержит где-то 400 записей. Это описание более надежных ресурсов, которые мы рекомендуем. Проверенные сайты, в основном это учебно-образовательные сайты для учащихся и преподавателей, а также сайты журналов, архивы которых доступны для просмотра. Так. Ну, давайте посмотрим дальше. В базовом поиске представлены уже поля. Автор, заглавие, основные поля, тема. То есть они уже готовы для заполнения. Также есть поля, дополнительные поля ограничений. Это язык издания, который вы можете самостоятельно задать. Вот здесь по скрывающемуся меню выбрать документы на определенном языке. Также есть ограничения по году издания. То есть вы можете задать какой-то хронологический период, с какого по какой период вам нужно подобрать материалы. Также есть ограничения по форме содержания. Вы можете выбрать какие-то конкретный вид. И вот вид издания тоже добавить при поиске. Так, давайте посмотрим. Значит, да, еще хотела сказать, вот все, как вы видите, все базы представлены отдельно, но есть еще, конечно же, сводная база, все базы. То есть, если вы выбираете, она всегда стоит по умолчанию, будет проходить сплошной поиск, соответственно, по всем базам. Итак, обычный базовый поиск. Вы заполняете поисковые поля. Если вы знаете автора и заглавие, самый простой вариант. Вы заполняете, вводите фамилию автора и заглавие произведения. Так, и проводите поиск. Система отбирает количество записей, представлено с верхней части, указано. Далее следуют записи постранично. Система отбирает, значит, как это, допустим, произведение, вышедшее отдельным изданием, также опубликованное в каких-то сборниках, да, собраниях сочинений. В общем, везде, где оно находится, система его отбирает. Сейчас у нас существует система заказа, как вы видите. То есть с любого рабочего места, где вы находитесь, сразу же вы можете отобрать и заказать книгу, если вас она заинтересовала, сделать предварительный заказ и просто подойти в библиотеку, книга будет уже готова для вас. Система заказа вот таким образом. Допустим, вот видите, по ссылочке заходите, заказать, вводите номер читательского билета. То есть вы должны быть нашим читателем. Номер билета вводите. Далее выбираете тип заказа. Если вы уже у нас записаны и вы уже приобрели читательский билет в виде карточки, то вы можете оформить заказ через станцию самообслуживания. То есть книга будет отправлена на сектор контроля, и вы сами при помощи этого билета оформите себе эту книгу через терминал. Вы, если у вас нет билетика или вам удобнее поработать, значит, получить в отделе, вы выбираете заказ с консультацией специалиста, получение в определенном отделе.
вы выбираете «Выдать на дом» и выбираете место получения. Место получения отдела находится вот здесь в порядке алфавита. Выбираете отдел. Ну, в основном, значит, по умолчанию, как видите, стоит абонемент. То есть можете заказывать на абонемент. Он располагается сразу при входе в фойе библиотеки налево, с левой стороны. Вот таким образом кликаете на «Заказать», и ваш заказ отправляется уже на поиск. Книга будет вас ждать в абонементе. Так. Если вы видите, что интересующая вас книга нет на месте, написано количество свободных экземпляров 0, то вы можете как бы встать в очередь тоже, да, вот видите, забронировать. Кликаете по ссылочке «Забронировать», соответственно, также вводите номер билета, вводите дату рождения и, соответственно, встаете в очередь. Когда книга освобождается, вас проинформируют. Таким образом делается заказ. Далее возвращаетесь обратно к поиску и очищаете предыдущий сеанс. Если вы не помните фамилию автора, конечно же, вы можете провести поиск и по заглавию, поскольку при создании библиографических записей формируются словари. Это словарь авторов. То есть вы можете использовать словари, да, словарь авторов, словарь заглавий формируются словари ключевых слов. Вы можете использовать, значит, давайте посмотрим по словарю авторов сначала, потом по заглавию. Значит, вводите фамилию авторов, к примеру, так. Заходите в словарь и в словаре уже отбираете те фамилии, которые вам подходят, да? Отмечаете. Отметили, что подходит, переходите к поиску. Отобранные термины встают в поисковую строку и осуществляете поиск. Система отобрала по фамилии записи. Так, возвращаемся, очищаем. Ну вот, аналогично, точно так же по заглавию. Если вы помните заглавие, к примеру. То есть, кто в русской истории. Мы помним заглавие, не помним автора. Но мы можем так найти. Заходим в словарь, соответственно. И, пожалуйста, здесь прямо по гиперссылочке заходим на описание этого издания. Автор, заглавие. Пожалуйста. Возвращаемся к поиску. Так. Система, конечно же, вам также найдет издание, если вы не помните ни автора, не помните точного заглавия. Вы можете просто использовать какие-то слова из заглавия. Если вам нужно подобрать материал, например, вы не помните слова какой-то там, точного названия не помните, а что-то о русских жестах, вы можете использовать это сочетание слов. Причем вы можете его использовать, отсекая окончания. Вот здесь есть тоже в примечаниях информация, что вы можете отсекать окончание, заменяя знаком звездочка, для того, чтобы варьировать разные варианты. Так, вот таким образом мы отбираем о русских жестах. Пишем «руск», «жест». Так, вот таким образом будем проводить поиск. Так, ну вот система отобрала нам, видите, там, где встречается вот словарь языка русских жестов. Жесты и мимика в русской речи, к примеру. Ну, вот таким образом, то есть мы можем отобрать и найти. Так, возвращаемся к поиску. Угу. Так, далее. Как вы видите, здесь в базовом поиске есть еще такая строка, как «Тема. Все поля». То есть, если мы зададим наш поисковое слово или сочетание слов, то система будет отбирать везде, где встречается наш заданный термин. И в заглавии, и в ключевых словах, и в аннотациях, везде. Сплошной поиск будет проходить. Ну, к примеру, набираете какое-то слово. Так, давайте возьмем
Все, есть. Опять связано. Итак, забиваем наше ключевое слово. Лингвистика, к примеру. Вот еще, если вы хотите отобрать материалы, связанные краеведческой тематики, то вы видите, здесь есть ссылочка, связана с Коми. Мы можем ее пометить. То есть будет подбираться источники именно вот связанные с Республикой Коми. Так, таким образом проводится поиск. И система, вот видите, отбирает лингвистику, именно связанную с нашей республикой. Так. Как я уже сказала, можно использовать также поля ограничений по виду издания и по форме. Ну, например, если нам нужно отобрать, например, материалы, например, композитора Михаила Герцмана, допустим, ноты нам нужно подобрать. Мы, значит, можем забить в строку автор фамилию, так, Герцман, и можем добавить вид издания ноты. Вот таким образом. И система, видите, отберет нам именно конкретно то, что нам нужно. Там, где есть вот ноты композитора. Возвращаемся к поиску. Например, нам нужно подобрать какие-то карты. Мы пишем, например, по Сыктывкару. Сыктывкар в заглавии и отбираем, допустим, карты. Да? Вот, связка идет. В базовом поиске всегда автоматически стоит по умолчанию союз «и». То есть система ищет в связке то, что мы задаем. Так, вот таким образом. Так. Также мы можем задать, например, форму содержания издания, добавить. Например, нам нужно отобрать по экономике какие-то издания, например, учебные издания. Мы берем и присоединяем учебник, допустим, таким образом. Система отбирает нам учебники, учебное пособие. Так. Вот таким образом можно, допустим, отобрать что-то, ну, соответственно, другое, да. Если несколько позиций нужно отобрать, то мы, значит, используем кнопочку Ctrl. Мы отбираем сначала словарь, зажимаем Ctrl и добавляем что-то еще. Например, справочное издание, энциклопедия. Так. Ага, вот таким образом заглавие и вид издания отбирается. Так. Так, ну вот основной, это базовый поиск, мы с вами рассмотрели. Далее, если вам нужно подобрать материалы по какой-то теме, то удобнее использовать расширенную поисковую форму. Вы переходите во вкладочку «Расширенный». Так, давайте возьмем все базы. Если вы ищете по теме, как я вам сказала, то лучше использовать сплошной поиск, значит, по всем базам. В расширенном поиске вы можете самостоятельно выбирать области поиска из раскрывающегося меню, да? Значит, соответственно, точно так же вы можете искать по фамилии автора и по заглавию. Вы можете искать по всем полям, по ключевым словам, по персоналии, по географическим рубрикам. Разные варианты. То есть можно задавать несколько строк, значит, и здесь выбрать, и здесь выбрать. И соединять логическими операндами. И, если будет и, то, соответственно, система отбирает и то, и другое вместе. Если вы выберете союз или, то система будет искать либо то, либо другое. Так, ну давайте посмотрим. Например, если у нас задается такая тема, как методика преподавания коми-языка.
Эффективнее будет поиск, если вы разобьете данную тему, не будете вбивать полную тему, допустим, вот здесь, да, в одной строке, а вы сделаете разбивку как бы на две части, да. То есть мы забиваем в верхней строке, берем методика преподавания, а во второй строчке мы забиваем термин коми-язык. Вот таким образом. И как вы видите, система по умолчанию стоит союзик «и». То есть система будет отбирать нам два термина в связке. Вот таким образом. Вот видите, по записям вы смотрите, да, то, что мы задали. Вот если бы мы с вами задали термин методика преподавания коми-языка, то записей бы было намного меньше. Потому что, видите, вот ключевые слова как даются. Обратите внимание, коми-язык отдельно и методика преподавания отдельно. В основном так. Коми-язык, методика преподавания, коми-язык, методика. То есть, если мы разбиваем наши сочетания, то записей получается больше. То есть, вот таким образом вы пространично работаете, просматриваете ваш список. Так, возвращаемся к поиску, очищаем. Так, ну, к примеру, информационные технологии в библиотеках, тема, да. Как мы сделаем? Точно так же мы сделаем разбивку, да. Информационные технологии и библиотеки. Таким образом. Можем сделать, как я сказала, год ограничить, да, если вам нужно материалы за последние 5 лет, соответственно, вы вводите хронологию с 2018 по 2022. Вот таким образом. Так. Система отберет нам именно материалы этого периода. Материалы периода последнего в основном, как вы видите, они, конечно же, будут опубликованы, это статьи из журналов. Так. Так, очищаем. Дальше. Ну, если, например, у вас вы можете как-то задать тему различными синонимичными терминами, то нужно использовать связку «или». Ну, к примеру, например, нам нужно подобрать материалы о французских королях. Да? Мы забиваем термин французские короли, и мы можем перефразировать, допустим, по-другому, да, сказать. Французские короли или императоры Франции. Но нам нужно здесь в таком случае поменять, значит, операнд поставить или. То есть система нам будет подбирать или такую связку, либо в такой форме. Таким образом. Видите, получилось 217 источников. Если бы мы с вами поставили союз и, ну, было бы меньше. Давайте посмотрим. То есть он будет искать сочетание записей совместно. Вот видите, получился только один источник. То есть, когда синонимичные термины вы вводите по теме, то переключайте на операнд или. Так. Ну, давайте посмотрим дальше, что еще мы можем здесь провести поиск по такой области, как персоналия. Персоналия. То есть вы можете ввести фамилию какого-то известного деятеля, да, писателя, художника, ну, из разных областей, и фамилию вводите, и система будет искать материалы, все, которые связаны с этим именем. Да? Например, историк Карамзин. Просто забиваем фамилию и проводим поиск. И видите, система отобрала все, что связано с этим именем. И исторического характера, да, издания, и, значит, литературоведческого. Так, вот таким образом. Так, что еще хочу сказать. В базе «Единый каталог» сейчас формируются авторитетные файлы, то есть уже
персоналии, к имени соединяются все записи, которые связаны с ним. Давайте посмотрим, к примеру, писатель Гоголь, да? Берете и смотрите через словарь. Так, вот Гоголь Николай Васильевич, да? Вот здесь вот 407 записей, то есть мы уже сразу по ссылке. Так. Так, 400, не то нажала я, да? Так, 407, да. 397 записей, все, что связано с Гоголем, но большей части здесь вот литературоведческие, да, материалы, да, искусство, вот, и литературоведение. Но везде, где встречается информация, да, о нем, соответственно, все это собрано уже в подмножестве в едином. Создан авторитетный файл. Так. Если мы хотим отобрать материалы, например, дополнить информацию у Гоголя, нужно подобрать только о каком-то конкретном произведении. Мы можем дополнить наш поиск, значит, останется у нас персоналия, и мы можем дополнить через все поля, ввести, соответственно, название, да? Название произведения. И система уже будет искать вот именно то, что связано с этим произведением. То есть о конкретном произведении сразу вам представит список. Так, еще один вариант. Если вы знаете книгу, кому посвящена книга, и знаете автора, но точное название не помните, вы точно так же можете провести поиск. То есть ввести фамилию, например, книга о Есенине. Книга о Сергее Есенине. И мы знаем, что автор этой книги Юлия Андреева. Мы забиваем персоналию Есенин, и мы выбираем индивидуального автора и вводим фамилию автора. И система нам отберет. Вот видите, книга Андреева Юлии, любящий вас Сергей Есенин. То есть персона у нас Есенин, автор у нас Андреева. Система таким образом проводит поиск. Так. Аналогично мы можем, например, подобрать материалы у какой-то персоне, если они опубликованы, выходили в какой-то серии книг. Ну, к примеру, значит, книги о Есенине, например, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей». Да? То есть мы таким образом вводим персону и вводим название серии. Так, и система уже нам представит книги из серии ЖЗЛ, посвященные Сергею Есенину. Так. Таким образом. Так. Также вы можете использовать для поиска в расширенном виде поиски географическую рубрику, как я уже сказала, да. Например, если нужно подобрать материалы, связанные с какой-то областью, районом, там, берете географическую рубрику, допустим, возьмем все базы, например, о библиотеке Московской области. Мы, значит, забиваем географическую рубрику Московская область и можем взять ключевое слово библиотеки. Вот такую связку сделать. И система отберет все, что связано именно с библиотеками данной области. Так, вот таким образом осуществляется поиск в расширенном.
Ну, могу вам дальше показать еще профессиональный. В принципе, он такой же аналогичный, немножко видоизменен. Здесь нужно базы данных, они везде одинаковые в верхней строке, да, не единообразные. Здесь в профессиональном поиске нужно самостоятельно точно так же по очереди выбирать области поиска, задавать области поиска и формировать поисковые выражения. Для того, чтобы, например, найти конкретную книгу, да, вы точно так же можете. Сначала мы задаем фамилию автора, выбираем, да. У нас есть такое редкое краеведческое издание Арсеньева «Охотничьи рассказы». Давайте посмотрим. Так, мы забиваем фамилию автора и скидываем ее в поисковое выражение, нажав на логическую кнопочку «И». Далее, следующая наша область – это заглавие. Мы вводим заглавие. Так, заглавие. И добавляем наше заглавие также при помощи связки «И». То есть, чтобы система искала вместе наши заданные параметры. Вот таким образом. Значит, вот в виде такого подмножества у нас здесь проходит поиск. Это все, то, что видите, это вся наша история поисков, что мы с вами искали, все наши списки и подмножества. Так, вот наша последняя гиперссылка. Арсеньев «Охотничьи рассказы». Как я вам уже сказала, в электронном каталоге есть ссылки, если эта книга есть в Национальной электронной библиотеке, то вы можете сразу же выйти на нее по ссылке «Электронная копия документа». Да? Поскольку это издание есть и в печатном варианте, и в электронном, вы можете сразу же выйти на нашу Национальную электронную библиотеку. Да? То есть вот так, вот таким образом посмотреть электронный документ. Пожалуйста, зашли, да? Ну, соответственно, вот, пожалуйста, можете сразу читать «Охотничьи рассказы» Арсеньева 1885 года. Так, как вы видите, здесь в Национальной электронной библиотеке у нас есть уровни доступа. Значит, зеленый доступ – это свободно к чтению с любой точки, с любого места, да, для всех. То есть вы свободно можете открыть и прочитать весь документ. Если будет уровень доступа желтый, то вы можете войти, нужно зарегистрироваться. То есть вы должны быть нашим читателем, иметь номер билетика, вы вводите и дату рождения. Входите, и точно так же желтый уровень доступа полностью будет доступен. Если же вы видите красный, синий, то это можно читать только в помещении библиотеки. Так. Вот таким образом. Ну, далее, в профессиональном поиске вы точно так же можете вести поиск материалов и по ключевым словам, подбирать материалы по теме. Ну, например, материалы найти о культуре коми-народа. Значит, мы выбираем ключевые слова и по очереди вписываем. Значит, берем первое ключевое слово, у нас будет культура, скидываем его. Дальше, следующее слово у нас будет коми-народ. Так, и добавляем коми-народ связочкой «и». Где культура и коми-народ. Можно провести, значит, поиск вот таким образом, да. Давайте. Так, ищем. Система отобрала, вот видите, 53 записи. Далее, что мы можем дальше сделать? Мы можем здесь зайти, снова вернуться к нашему запросу, да. Сейчас у нас список выйдет. Так, давайте вернемся. Так. Так, мы можем наш запрос отредактировать, то есть что-то добавить еще, поменять немножко, да, видоизменить, допустим, вот так. Мы можем дописать еще добавочное, например, коми-народ, можно как еще назвать?
зыряне, да? Поэтому мы можем добавить еще ключевое слово одно и объединить, присоединить его к нашему первому ключевому слову коми-народ при помощи операнта или. Так, вот таким образом будет выглядеть запрос культура и коми-народ или зыряне. Но опять же мы должны здесь проставить дополнительные скобки руками. То есть наше слово культура будет, поиск система будет вести как в связке культура или коми-народ, культура или зыряне. Так. О, правильно сформулировала. Вышла ошибка. Так, назад. Да, надо убрать. Поисковое выражение должно выглядеть вот таким образом. То есть сначала мы задаем слово культура, затем добавляем слово коми-народ при помощи союза и. Второе ключевое слово мы добавляем при помощи союза или. И здесь вот ручную проставляем две скобочки добавочные, да? Так, вот система нам нашла уже первый вариант у нас был культура и коми-народ 53 источника, а сейчас с коми-народом и зырянами уже большее количество источников 109. Так. То есть таким образом можно дополнять ключевые слова и проводить поиски дальше. Видоизменять запрос. Так, что еще можно, к примеру, например, в едином каталоге, в профессиональном поиске мы можем подобрать книги какого-то автора, изданные параллельно на двух языках. Ну, например, отберем книги Шекспира. Для этого мы вводим фамилию автора, сначала вводим. И далее мы выбираем язык публикации. Язык издания. Язык издания вводится английскими буквами. Так. Так, русский. Следующий английский. Так. Произведения Шекспира на русском и английском языке. Долго ищет. Ага, вот. 16 записей нашел там, где, значит, параллельно, да, опубликованные произведения параллельно на русском и английском. Так, ну это просто как вариант поиска. Так. Вот таким образом проводите поиск профессионально. Так, дальше, что еще хотела вам показать. Значит, как я уже сказала, вы можете зайти в историю поисков. И вот все, что мы с вами искали, пока работаем, все у нас откладывается здесь, все наши списки. Мы для того, чтобы сформировать список выдачи, значит, что нужно делать? Мы должны отметить те материалы, которые нам подходят постранично. Значит, работаем со списком, отбираем то, что нам подходит. Допустим, отобрали и кликаем по ссылке «Внести в список выдачи». Добавили, окей, пошли дальше. Перешли на следующую страничку, работаем со следующей и аналогично отмечаем издания, которые нам подходят. Снова вносим в список выдачи, добавляем записи. Окей. Итак, прорабатываем все страницы. С каждой страницы
вносим в список выдачи. После того, как мы проработали все странички, снова заходим по ссылке в следующий список выдачи. То, что мы отобрали, видите, здесь скидывается в виде списка. Теперь здесь мы должны снова отметить все записи и уже после этого выгрузить Word. Так. И, пожалуйста, список литературы вы отобрали в таком виде. Список выдачи формируется, значит, библиографическое описание полное на книгу и, соответственно, местонахождение книги сюда тоже выводится, шифр, авторский знак, инвентарный номер и указание отделов, в которых хранится книга. Вы можете, значит, для себя, допустим, распечатать список, можете его приложить к какой-то работе, убрав лишнюю информацию, либо прийти с этим списком уже к нам в библиотеку и уже работать по этому списку. Так, ну вот, это основные виды поиска в каталоге Национальной электронной Национальной библиотеки. Соответственно, если вы не... Так, да, еще нужно сказать. Давайте посмотрим в базовом поиске. Чтобы найти, уточнить наличие газеты и журнала, вы заходите в базу периодика и поиск осуществляете просто по заглавию. Вводите название журнала, например, журнал Art, и по заглавию проводите поиск. Система представляет список зарегистрированных поступлений, указаны годы, которые хранятся, и, соответственно, номера, которые есть в наличии. Таким образом. Дальше. Если вы не нашли что-то в нашей базе, вы можете поработать со сводным краеведческим каталогом, да, то есть с объединенной базой. Переходите на сводный краеведческий каталог. Здесь опубликованы как книжные издания, так и статьи, расписанные из сборников республиканских, районных газет, журналов. Здесь аналогичные поля для поиска, те же самые виды, та же форма. Базовый поиск, расширенный, профессиональный. Точно так же вы можете проводить поиск. Если вам нужно подобрать материалы, связанные с каким-то районом, местностью, то вот вы используете сводный краеведческий каталог и расширенный поиск. Используйте область поиска, географическую рубрику и ключевое слово. Например, вам нужно подобрать материалы, например, о праздниках Устилимского района. Вот, пожалуйста, вы используете, набираете Устильму или Устилимский, но лучше сделать урезание при помощи звездочки, чтобы больше материалов нашлось, и забиваете ключевое слово праздники, допустим, да, во множественном числе. Так. Вот таким образом система отберет все, что связано, вот видите, с Устильмой, с праздниками, народными гуляниями, с Устилимской горкой, все, что связано с этим районом. То есть географическая рубрика и какое-то ключевое слово. Так, еще один вариант, как можно, например, отобрать материалы, опубликованные в какой-то источнике, например, в какой-то газете, да. То есть вы можете использовать область поиска заглавие источника и, опять же, какое-то ключевое слово. Заглавие источника, например, материалы спортивной тематики, которая была опубликована на страницах газеты «Маяк Сысолы». Мы забиваем название источника и мы забиваем вот таким образом. «Маяк Сысолы» и «Спорт», допустим. Все, что связано со спортивной тематикой в этом районе, было опубликовано в этой газете. Пожалуйста. Таким образом. Так, ну,
Уважаемые коллеги, в общем-то, я показала вам основную методику поиска, как значит, в национальной библиотеке, так и в сводном каталоге. Так. Если будут у вас какие-то вопросы, то вы можете обращаться к нам, значит, в библиографический отдел. Координаты у нас есть на сайте в отделе. Так, или непосредственно, значит, ну, там указана электронная почта, соответственно, можете звонить. Мгм. Да, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и, соответственно, желаю вам удачного и продуктивного поиска в электронных каталогах, хорошей работы, и мы ждем вас завтра, также на занятия в 10 часов по полнотекстовым интернет-ресурсам. До свидания, до новых встреч.